Каждый абхазский экскурсовод рассказывает туристам знаменитую легенду о том, что Бог отдал свою землю абхазам из-за их гостеприимства. Наши историки, изучающие этногенез происхождения народа, действительно отвечают на многие вопросы. Когда на территории Абхазии появился впервые древний человек? Когда сформировался народ абхазов? Какому богу они поклонялись? И многое другое. Сегодня тема нашей лекции «У истоков этногенеза абхазов». К сожалению, традиционно сложилось так, что изучение проблемы происхождения абхазов как-то традиционно у нас рассматривается преимущественно для периодов, относящихся уже чаще всего к письменным источникам. Это и понятно, потому что письменные источники дают нам возможность оценить этнический состав населения региона, где впервые встречаются этнонимы и прочее. Канделаки Давид Автандилович, младший научный сотрудник отдела истории ОБГ Академии наук Абхазии. Учился в Гагрской средней школе номер 2, окончил юридический факультет Гагрского гуманитарного техникума. Затем окончил историко-юридический факультет АГУ. Тема дипломной работы – проблемы этногенеза и автохтонности абхазов. Специалист Управления охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия, директор Гагрского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Аба-Ата. Научные интересы происхождения абхазского народа, ранние этапы этногенеза и этнической истории населения Кавказского Причерноморья. История древних обществ на территории Абхазии эпохи камня и раннего металла. Палеоантропология Абхазии, краеведение и охрана памятников историко-культурного наследия. Но моя тема, она несколько более глубокая и связана с периодами, отдаленными от письменного этапа на многие столетия, тысячелетия и так далее. Что самое важное? В первую очередь огромную роль играет то, где мы можем найти ту хронологическую границу, отделяющую этническую стадию в развитии местного общества Абхазии от доэтнической стадии. Где эта граница проходит? Это важно лишь потому, что это важно в первую очередь именно потому, что она дает нам возможность найти ту точку отсчета, от которой мы можем вести проблему изучения вообще этнической истории нашего края. В том числе, конечно, и истоков этногенеза абхазов, безусловно. Такой границей мы считаем время появления подлинно человеческих языков. Сегодня наука установлена, что эта граница является время выхода на историческую арену человека анатомически современного вида. Именно с человеком анатомически современного вида связывается развитие подлинно человеческих языков, и потому для Абхазии границей этнической стадии мы, несомненно, считаем период появления здесь впервые анатомически современного человека. Данные археологии каменного века считают, что временем появления человека анатомически современного вида падает примерно на время 40-38 тысяч лет назад. Ну, может показаться немножко странным для вас, что я затрагиваю такие периоды, но важно то, что… Почему это важно? Потому что по изучению проблемы этногенеза абхазов, вообще ранней этнической истории, нам важно понять, какие этногенетические процессы происходили на этой территории для периодов, которые не могут освещаться ни письменными источниками, которые в меньшей степени освещаются источниками историко-сравнительного языкознания, и немножко в большем количестве, конечно, с помощью данных археологии. Считается, что для периодов
Верхнего палеолита и более позднего периода, для территории Причерноморья, как и вообще всей Экумены, было характерна так называемая этногенетическая лингвистическая непрерывность. Что это такое? Скорее всего, заселение Кавказа, в том числе и Причерноморья, происходило, несомненно, группами древнего анатомически современного человека из различных его областей. Традиционно для Верхнего палеолита это считалась территория современного Загроса, где были представлены культуры Бородос, Зарзи. В меньшей степени Анатолии и несколько уже более свежие данные подтверждают, что такой же импульс шел с территории современного Восточного Средиземноморья. Очевидно, на протяжении длительного промежутка времени эти древние группы оседали на территории Причерноморья, и последующее развитие этих обществ на месте приводило к длительному симбиозу коллективов, что находило выражение в том числе в сходных моделях адаптации в среде, находило отражение в сходных формах индустрии, что позволяет археологам выделять так называемые археологические культуры, некие зоны и так далее. Возможно, в этих культурах верхних также скрываются, возможно, какие-то этногенетические общности. Мы не можем знать их языковой природы. Мы не знаем, существует ли прямая связь тех древних этногенетических обществ с более поздними группами. Но несомненно, что преемственность может иметь место, если не в языках, то во всяком случае в материальной культуре и, что самое главное, в физическом, антропологическом, генетическом плане. Мы знаем то, что антропологические насельники первые территории Причерноморья, имеется в виду современного человека, это были различного рода протоевропеоидные формы, протоавстралоидные и, очевидно, такие недифференцированные евроафриканские, что еще раз подтверждает, что сюда в момент, скажем, какого-то там, скажем, периода потепления из глобального магистрального пути движения сапиенсов вдоль североиндийско-океанского афродитского региона так или иначе постепенно докатывали волны вот этих древних групп. Я почему сделал экскурс в эту такую столь отдаленную проблему? Почему? Потому что так или иначе коллективы, которые пришли, они говорили на языках. Но какова их лингвистическая природа? Мы, конечно, сказать, очевидно, не можем, потому что мы не имеем просто материала, который бы дал бы нам эту возможность. Следующая проблема, когда мы переходим к более поздним этапам, это проблема того, существует ли прямая преемственная связь современного языкового этнолингвистического многообразия, скажем, того же Кавказа, вообще мировой картины, скажем, с территорией, скажем, с более отдаленными временами. То есть не является ли все современное, скажем, вся современная языковая картина, то, что известно в языковых классификациях, да, является ли она прямым продолжением тех периодов, либо оно является продуктом более позднего этапа. Здесь мы напрямую соприкасаемся с данными уже, собственно, историко-сравнительного языкознания. Как известно, современные абхазы, впрочем, как и их близкородственные народы, адыги, кабардинцы, черкесы, абазины входят в западно-кавказскую группу языков. Более отдаленная связь имеется у нас с представителями так называемой наско-дагестанской группы. Вместе они образуют так называемую кавказскую, или обычно, как говорят у нас, северокавказскую языковую семью. Вот. И именно определение самого раннего периода вообще истоков мы как бы традиционно связываем именно с этой классификационной моделью. Данные лингвистики дают право утверждать, что проблема, скажем, проблема истоков этногенеза абхазов напрямую связана с судьбой вот этой, скажем, 7 языков, либо древнего предка, потомки которого и составили эту семью. Сегодня существует, конечно, очень много теорий и гипотез по этому поводу, но скажу, что я не буду, конечно, давать экскурс в эти гипотезы, их очень много, но традиционно
существует несколько основных моделей. Первая из них, ну, я, кстати, придерживаюсь, это автохтонная модель, что, несомненно, будущие потомки той самой кавказской, северокавказской семьи, несомненно, обитали на территории Кавказа, и все те культурные инновации, которые фиксируются в древних проязыковых состояниях, там культурная лексика и так далее, отражают определенный хронологический этап, дающий право говорить, что эта семья языков и носители этих языков обитали на территории Кавказа. Существуют, конечно, и другие теории, которые считают, что, вероятно, центром становления этой семьи, в которую входят и будущие потомки, в том числе абхазские, там, абхазо-адыги, обитала к югу от Кавказа. Вот. И в работах известного такого Старостина, одного из крупнейших компаративистов, была выдвинута теория, что культурный облик просеверокавказской семьи языков, представленный богатой земледельческой скотоводческой терминологией, кстати, очень богато представленной металлургической терминологией, располагался якобы южнее современного ареала ее обитания. На этом основании строились различного рода гипотезы и теории, которые объясняли пути проникновения будущих, значит, носителей этих языков сюда, на Кавказ. Считается, что касательно этой части есть какие-то определенные нюансы, споры, именно связанные с тем, что когда мы исходим из этой гипотезы, то получается так, что включается так называемый эффект предшествующей культуры. То есть если пришла эта семья языков, ее носители, скажем, на Кавказ, скажем, с юга, значит, ей обязательно кто-то здесь должен предшествовать, безусловно. То есть в этом смысле эта теория имеет определенные противоречия и некоторые нестыковки, безусловно. Еще одна теория, которая объясняет ранние этапы, это теория, которая предполагает, что весь комплекс лексики, культурной и так далее, представленный в этой семье языков, отражает даже не неолитические, скажем, ближневосточные модели, скажем, развития общества, а напрямую связываются с так называемыми балкано-карпатскими зонами, на основе которой строится якобы теория, что когда-то древнейшие носители северокавказской макросемьи мигрировали с территории Ближнего Востока на территорию Балканского полуострова, и они являются никем иным, как распространителями неолитической культуры вообще в Европе. То есть первую неолитическую революцию привнесли на территорию Европы именно вот эти северокавказские племена. Конечно же, в какой-то мере эти гипотезы могут казаться очень сложными и в какой-то мере, наверное, порой даже могут казаться фантастическими, но вместе с тем от того, где же мы все-таки определим эту семью языков, от того и зависит судьба ее будущих потомков, которые будут локализоваться на определенных пространствах и территориях. Время распада этой семьи обычно традиционно относят к периоду позднего неолита. Скажем, об очагах мы уже сказали в какой-то степени. И здесь очень важно, что пространственно-хронологическая модель, то есть расположение этой семьи в определенном пространстве времени, большое подспорье, конечно, дают и данные, в том числе связи с аналогичными другими семьями языков. Это индоевропейская, это картвельская, это в том числе семитская или семито-хамитская, как ее называют. Очень интересно выстраивается ситуация, что такая очень интересная семья, как индоевропейская, на которую приходится большинство научных исследований, недвусмысленно свидетельствует о том, что древнейшие индоевропейские племена контактировали с представителями северокавказской семьи, причем индоевропейская семья выступала в роли заимствующей, то есть северокавказские племена, будущие предки, они передавали культурные инновации. И якобы зона этого сложения может быть либо Ближний Восток,
либо вот это Балканский регион, как предполагают некоторые. Я сам сторонник того, что индоевропейская семья находилась, своя прародина ее находилась в районе примерно, скажем так, южно-русских степей, где, возможно, эти неолитические балканские культуры как-то контактировали носители, и, возможно, там передавался вот этот, как бы, на языковом уровне, как бы этот контакт имел место. Еще один интересный такой, скажем, такое направление контактов – это так называемые афродизийско-северокавказские связи. О них когда-то писал Старостин, пишет о них и Милитарев. Предполагается, что народы северокавказской семьи контактировали практически со всеми семьями семито-хамитской группы, ветвями, и определяет эти контакты, возможно, территории Северной Сирии или, скажем, Северной Месопотамии. Несомненно, конечно, что вот эти связи определяют наверняка и все же таки дают нам возможность локализовать очаг сложения вот этой семьи. Очевидно, что есть два пути объяснения этой проблемы. Либо мы предполагаем, что будущие потомки кавказской языковой семьи или группы располагались в ближайших очагах, где и формировалась так называемая неолитическая революция, и она получала эти навыки, закрепляла их в этих вот языках потомках, преимущественно путем того, что это происходило на юге. Но как бы исследования, которые, в том числе я как бы проводил для себя литературными данными, подтверждают, что неолитическая революция, а мы относим эту семью к этому периоду, активно осуществлялся этот переход, в том числе и на территории Причерноморья, что в какой-то мере ставит под сомнение вот эти миграционные теории и дает право утверждать, что все-таки кавказская семья, она все-таки является продуктом местного автохтонного развития. Я могу сказать лишь о том, что по моей версии, по моей модели происходила длительная трансформация местного населения, которое на месте получало постепенный опыт перехода к новым формам хозяйства. Период этот падает примерно на конец мезолита, неолита, а развитие неолитического хозяйства, вообще первых навыков зарождения в неолите скотоводства, они шли практически параллельно с ближневосточными центрами у нас на территории тоже. И, скорее всего, становление того этногенетического облика, который мы представляем уже в будущих потомках этих языков или ветвей, все-таки он является продуктом все-таки местного развития и местной такой этногенетической эволюции. Скорее всего, вот это разделение ветвей не отражает буквального перемещения, скажем так, будущих потомков, как обычно традиционно мы представляем, говоря, скажем, об этногенезе абхазов или каких-то древних его представителей. Скорее всего, в силу постепенной перестройки хозяйственных стереотипов, под воздействием климатических факторов, которые способствовали переходу к доместикации растений и животных, постепенно создавал вектор и направление связи, то есть создавал некие сгустки, очаги, в которых в будущем уже можно было бы видеть будущих потомков, скажем, абхазо-адыгской группы или, скажем, насско-дагестанской группы. И, несомненно, примерно уже к периоду зарождения начального этапа металлургии меди, это уже и неолит, постепенно происходит распад этой общности, и, очевидно, абхазо-адыги занимают именно ту нишу, которую они занимают впоследствии, последующие, скажем, тысячелетия и века. Это традиционно, конечно, территория Восточного Причерноморья, Кавказского, Анатолийского, безусловно. Но здесь есть один такой интересный момент, что традиционно как-то в науке сложилось так, что мы обычно считаем, что, скажем, миграционные концепции, которые говорят, что абхазы пришли, скажем, с юга, это не их таких концепций очень много. Я, конечно, не сторонник этой идеи и считаю, что, очевидно, абхазо-адыги формировали этот общий фон, занимали эту общую нишу на протяжении длительного времени, и постепенно шла трансформация. То есть выкристаллизовывался облик этой общности, он шел на месте. И, очевидно,
так сложилось, что когда уже письменная традиция начинает фиксировать, скажем, этнический состав населения той же Анатолии, он дает нам возможность фиксировать просто самые южные, периферийные группы вот этой абхазо-адыгской как бы общности. И удается как бы этим, как бы в эту эпоху удается зафиксировать этот материал. И поэтому традиционно складывается впечатление, что именно там располагались предки абхазо-адыгов. Конечно же нет, они располагались практически по всей этой зоне. И размежевание происходило, скорее всего, одновременно. То есть выделялась хатская ветвь, где-то в Анатолии. Чуть выше, видимо, шла Касско-Абишлийская ветвь. И, собственно, на противоположном побережье Кавказа шла формирование вот этой абхазо-адыгской группы, скажем так. Такой один вопрос, и, возможно, и второй возник. Первый вопрос – это как вы относитесь к гипотезе Джонова насчет того, что до появления абхазо-адыгских племен здесь находились индоевропейский субстрат. Это раз. Второе. Я тут, когда слушал ваш доклад, вы как-то отделяли индоевропейцев от древнекартвельских племен. Вы их не связываете между собой или разделяете? Потому что существует гипотеза Иванова и Гамкрелидзе. Индоарийский так называемый субстрат. Ну, кстати, эта идея не новая, потому что когда-то еще, по-моему, Трубецкой или Трубачев выдвинул концепцию, что когда-то территория Приазовья населялась индоарийским населением. Ну, в принципе, оно нормально с позиции, если мы будем считать, что прародина индоевропейцев располагалась примерно в Северном Причерноморье, хотя таких теорий очень много. Я не лингвист, чтобы судить, я как бы опираюсь на эти работы, но и, конечно, не могу давать критический анализ этим работам, это понятно. Но мое мнение, этого не было. Научные данные будущего покажут, могло ли это иметь место. Я просто склонен к идее того же Дьяконова, что на Кавказе, когда он говорил обычно о Передней Азии индоевропейцев до начала второго тысячелетия практически не было. Им нет тут места. И, очевидно, это справедливо относится к территории Кавказа, во всяком случае той части, которая примыкает к Кавказскому хребту, даже и с севера тоже. Ну, а дальше, конечно, южно-русские степи, возможно, там уже какие-то были группы. То, что касается индоевропейцев и картвелов. Ну, я вот скажу, что, как ни странно, помните наша господствующая теория Иберийско-Кавказская, в которой южно-кавказские языки также включались в, скажем, картвельские, да, включались в состав северокавказских, объединяя иберийскую кавказскую как бы семью. Во всяком случае, современная литература полностью отрицает факт родства современных северокавказских, представителей северокавказской семьи и картвельских. Это уже становится аксиомой. Почему? А я сейчас перейду к этому. Скорее всего, после работы Ильича Свытыча, хотя и до него предшествующие специалисты тоже в этой области, предполагаю, что все-таки картвельская языковая семья, как представитель иной совершенно семьи, так называемой настратической, она предполагает нахождение картвелов, несомненно, или, скажем, пратков картвелов, всегда где-то рядом с индоевропейцами. Вот. И с этой позиции я думаю, что есть веское основание, что картвельская группа или семья формирует некую надсемью вместе с индоевропейской, и разделение которой происходило, ну, как-то это, наверное, немножко смело, даже к северу от Кавказа вообще. Если исходить из того, что настратическая теория, некоторые гипотезы подтверждают факт, что она могла располагаться, кстати, в областях, в том числе Южного Урала, Волгодонского, скажем, Междуречия. Вот. Во всяком случае, все данные языковые подтверждают тот факт, что картвелы имели наименьшее количество лексических контактов, культурных даже, если хотите, на ранних этапах с западно-кавказской группой, то есть абхазо-адыгской. А вот когда, интересно, они могли появиться вот в Восточном Причерноморье? Я думаю, что самое начало, я не хочу слишком совсем упозднять, конечно, но я думаю, что это все-таки где-то эпоха железа. Ну, скажем, ранняя античность, скорее всего, это уже предтеча к
где-то к рубежам эры. Потому что картвелы оказались в колхидской нише сравнительно поздно. Об этом свидетельствуют некоторые данные языков. Они воспринимали некоторые инновации, скажем, окружающую среду, в той же колхидской низменности, они возникли как экзоты своего рода. Даже это есть в языках, вот в работе Климова, там индоевропейско-картвельский заглос и так далее. Я думаю, скорее всего, это очень поздний период. Я все-таки попросил бы уточнить этот вопрос, он очень важный. Правильный ответ на этот вопрос создает эту теорию, неправильный разрушает все. Да. То есть это ключевой момент. Да, конечно. Как мы знаем, северокавказская или палеокавказская общность замыкается отсутствием или присутствием картвельского этноса. Пути миграции, как мы знаем, согласно теории миграции, 9 критериев обязательных. О времени и место проникновения ни один критерий не соблюдается, когда речь идет о картвелах. Да, согласен. То есть они показываются согласно одной версии в северной части, а согласно другой в южной части. Как мы знаем, имело место разобщение Нахо-Дагестанского с Абхазо-Адыгским с юга. Как они могли появиться на севере? И есть еще один момент. Каким образом вот доказывается, что в 8-7 веке и так далее имело место проникновение картвельских племен, когда картвельское общество сама не была разобщена, а мигрелочанские продолжали жить в первые века в южной части Понта. Они были разделены с колхидскими племенами, которые обозначают бизерской группой. Бизеры, бихери, экерийцы, филири и так далее. То есть несколько племен, создающих общность, которые живут и занимают определенное пространство, их разделяют. Прямого проникновения, никакого пути в колхиду нет. Тем более миграции, появление новой культуры, непосредственно предшествующей греческой колонизации. Как это могло быть предшествовать тут же, где-то за 1,5-200 веков, одна какая-то другая миграция. Вот что лежит, по вашему мнению, в основе, значит, такого утверждения, и какая целесообразность ее сохранять, какие перспективы ее развивать? Я могу лишь сказать одно, что очевидно, наличие активных связей картвелов с Нахо-Дагестанской группой и, возможно, в меньшей с Курито-Уральской ветви, тоже как бы часть, да, предполагает, что, опять-таки, же они находились где-то, опять-таки, рядом с этой частью. С западно-кавказским регионом, то есть там, где мы фиксируем, скажем, абхазо-адыгскую группу, да, ее южных представителей Хатов, Каска-Бешлов, эти контакты не задевают. То есть либо была какая-то буферная зона, населенная какими-то еще этническими структурами, языками, которые не позволяли, скажем, картвелам проникнуть в столь раннее время, чтобы зафиксировать эти контакты. То есть они минимальны между абхазо-адыгами и картвелами. Но для меня интереснее, как вот человека, который интересуется более ранними этапами, именно начальный этап истока. Вы знаете, я скажу, что когда изучается уровень облика картвелов на прокартвельском уровне, она очень бедна неолитическими терминами. Налицо какое-то архаическое общество, именно, видимо, горное какое-то. Вот. А все инновации, производящие экономики, она чаще всего получает либо от семитов, либо даже в меньшей степени от индоевропейцев, уже позже. Но большинство процентов получает именно от нахо-дагестанских групп. Вот так, как пишут лингвисты. Очевидно, картвелы при приближении к Кавказу, очевидно, наслаивались на какие-то нахо-дагестанские группы. И эта дорога ведет однозначно не через Западный Кавказ, не через Восточное Причерноморье. Либо отсюда, либо, скажем, от севера. Да, скорее всего, где-то оттуда. Но я как-то в одной работе писала, якобы имевшем месте там северной, как бы нету археологической атрибуции культуры. Есть еще более сложная вещь, что якобы картвельская семья представляет собой даже некий симбиоз каких-то индоевропейских групп с северокавказскими. Возможно, она ими же и порождена. Антропология в какой-то мере это подтверждает, потому что в грузинских группах вообще есть палитра переходов. Там есть и кавказионские группы, и понтийские, то есть наши, и переднеазиатские. То есть в какой-то мере это загадка, и потому изучение проблемы этногенеза абхазов в не меньшей степени нужно для изучения этой проблемы.
То есть картвельскую проблему надо затрагивать, потому что эти все элементы, ну, они важны во всяком случае. Потому что если мы будем знать как бы древнейшую судьбу картвельских народов, прокартвельских, мы можем внести определенные коррективы в пространственное расположение остальных семей. В общем, эта проблема имеет место. Лично мое мнение, картвелы пришли с севера. Именно там, где располагалась, видимо, монастратическая провинция. Ну, не все с этим согласны. Вот. Но мое мнение, что все-таки индокартвельские группы располагались где-то к северу от Кавказа, и оттуда они проникали, возможно, на Кавказ. А археологи, естественно, зададут вопрос, а какова археологическая атрибуция этого миграции, этого продвижения? На это ответить сложно. Ну, если можно было все так сразу сказать, наверное, и науки не было. В научной среде есть совершенно устойчивое убеждение, что изначально человека формирует земля, на которой он живет. Это природа, ее проявление, географический ландшафт. Каждый народ неповторим со своим языком, обычаями и традициями. И мы не исключение. Картину палитры мира абхазы пишут своими собственными красками. Ну а мы с вами прощаемся. До новых встреч!